Ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 15 февраля 2021 года. И мы обсудим снова проблемы, касающиеся прав человека во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. И все, что связано с этим. Так, я всех приветствую, всех Евгений, Асламбек, GTX, Хамзат Гилаев, все, я вас всех приветствую. Асламбека Исакова приветствую и всех приветствую. Так, как мы знаем, как я уже вам показал видео перед этим видео, да, что канал атакуется, просмотры, смотрящие в прямом эфире, все опять снова падает. Но мы не отчаиваемся, мы знаем, что мы говорим правду, мы знаем, что мы доносим до людей истину. И знаем, что те, кто нам мешает это делать, они рано или поздно проиграют. Потому что правда, истина, она восторжествует. Да, мула. Да, мула. Итак, я сегодня хотел бы рассказать о ситуации, которая произошла в 2017 году. Точнее, в конце 2016 года, в декабре, уже начались задержания, аресты. Теперь об этом уже можно говорить. Подробно я буду об этом говорить. Еще много фактов будет по этой теме, да, по массовому убийству. По некоторым данным, до 100 человек было убито в этот период времени. Но в 2016 году, в конце, в декабре, начались задержания. В декабре, в 2017 январе продолжились эти задержания. Было задержано несколько сот молодых человек. Также были задержаны несколько женщин, девушек, жены, родственницы от молодых людей. Эти молодые люди были доставлены в разные отделы оккупационной полиции, и начались экзекуции, пытки. Почти месяц, некоторых больше, некоторых меньше, пытали. И из них было выявлено 27 человек как организаторы, так называемые амиры. Да, 27 человек для чего должны быть амирами, но их определяли как амиры, их так обзывали для того, чтобы казнить. Казнь тоже происходила очень жестоким образом. Более того, до самой казни эти люди подвергались неимоверным пыткам. Непосредственно человек, который задерживал, охранял, присутствовал, дал по этому поводу показания. Этот человек обязательно выступит в суде, обязательно даст показания. И, конечно же, мы сделаем так, чтобы на нашем канале он тоже появился и дал нам исчерпывающую информацию, да, с первых рук, как говорится. Пока я имя называть не буду, хотя это имя им, скорее всего, известно, но все равно, так как у меня сейчас нет с ним связи, я не буду называть его имени, не спросив его, не получив от него санкции. Но я думаю, это начало большого судебного процесса, который мы будем освещать. Также я хочу напомнить, завтра и послезавтра в Берлине проходит еще один процесс над убийцей Зелимхана Хангашвили в Берлине.
также кто сможет, посетите в связи с коронавирусом, там ограничено количество зрителей, посетителей может быть на судебном процессе, но было бы хорошо, если бы чеченцы, и не чеченцы тоже, и грузины, он гражданином Грузии был, посетили данный суд. Итак, сегодня вышла статья «Новой газеты». Этим расследованием занимались разные группы, «Мемориал», «Новая газета». Эта история началась в 2017 году, стала известна мне. С тех пор я принимал посильное участие в ней и максимально способствовал раскрытию данного преступления. Я хотел бы вам рассказать, очень большая работа проделана «Новой газетой», Еленой Милашиной. Спасибо им всем. Конечно же, есть моменты, с которыми я не согласен в этой статье. Например, в том, что ФСБ во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерии как бы якобы было не в курсе, что не соответствует действительности. У ФСБ по Чеченской Республике, банда у ФСБ по Чеченской Республике была в курсе этого всего процесса, и сейчас они попытаются сделать так, как бы, что они не при делах. Нет, они при делах. Сейчас я вам зачитаю фамилии тех лиц, которые принимали участие непосредственно в казни, в убийстве, в организации и так далее. Конечно же, это Кадыров Рамзан, Магомед Даудов, так называемый министр МВД по Чеченской Республике Руслан Алханов, так называемый замминистра МВД по Чеченской Республике Апти Алаудинов, непосредственным исполнителем на месте был командир СОБРа Терек, который курировал это дело. Был командир СОБРа Терек Абузайду Исмурадов по кличке Русский Патриот. Непосредственным исполнителем, присутствующим на этом месте, руководившим казнью, был командир полка, так называемого, полка имени так называемого Кадырова, Аслан Ирасханов. Также принимали в этом участие братья Делимхановы. Непосредственно в казни они не участвовали, вот именно вот в полку имени Кадырова в Старопромысловском районе. Курировало от ФСБ ведомства 6 человек. По-разному они приходили, уезжали, все знали, что там эти люди содержатся. В полку имени Кадырова в Старопромысловском, второй полк так называемый, было казнено 13 человек, 1 человек был застрелен, 12 были задушены альпинистским канатом по требованию Аслана Ирасханова, которому якобы, видите ли, запах крови, где у них проходит там обучение, тренировки их бандитов, будет мешать запах крови, человеческой крови. У ФСБ по Чеченской Республике Игорь Хвостиков возглавлял на тот период времени. 3 чеченцев и 3 русских систематически приезжали в этот полк, контролировали весь процесс, фиксировали и так далее. Ну, теперь пытаются, и «Новая газета» пытаются как бы сделать, что ФСБ не было причастно к этому. Ничего подобного. ФСБ занимается также бессудными казнями.
Что за организация ФСБ, мы знаем. Если они взрывают своих же граждан, спящих женщин, детей и стариков в своих же домах, своих же русских, то, конечно же, они это делают с удовольствием, с большим садистским удовольствием по отношению к нам. Непосредственно казнь осуществлял Темирлан Мусаев, который погиб. Я сейчас покажу его вам. Он, кстати, на этом превью есть его фотография. И Турпал Али Ибрагимов, глава Шали, по-моему, он, или Шалинского района. Сейчас я вам покажу сперва. Перед тем, как я буду читать статью «Новой газеты», я хотел бы, чтобы это все осталось в видеоформате. Будет много информации по этому поводу. Это начало конца легитимности кадыровского режима, установленного русскими оккупантами в нашей стране. Конечно же, это очень хорошо, но этого недостаточно. Потому что Кадыров делает то, что ему указывают русские. Ему сказали: убивай, контролируй, запугивай, сажай на бутылки. Вот они это делают. Им сказали бы: пляши перед ними, калинку станцуй перед народом, чечетку станцуй. Они бы танцевали бы. Им плевать. Это марионетки, которые управляются. Так, давайте я вам покажу это видео, чтобы вы знали, о ком речь. Непосредственные исполнители убийства. Непосредственные исполнители убийства Турпал Али Ибрагимов и Темирлан Мусаев посетили казарму, строящуюся казарму. Я сейчас отключу себя с экрана, чтобы было видно полностью. Нет, я себе оставлю, чтобы было комментировать. Ладно, я себе оставлю. Первое, что бросается в глаза, это автомобили, выстроенные перед казармой. Казарма МВД, перед которой стоят Галенвагены, Мерседесы, Ауди. Вот за моей камерой, где вот моя картинка, за ней не видно вам эту Ауди. И, по-моему, Toyota Camry. Эти мерзавцы, эти подонки продались русским, продали свой народ и строят вот такие прекрасные казармы за наши деньги, за наши налоги, которые собираются со всей республики. И на таких машинах собираются ездить в МВД. Я не знаю, откуда зарплаты такие. Ну, у пацанов желание есть. Давайте посмотрим. До 180 человек. Первый этаж, да. Вот эти два человека. Вот, познакомьтесь. Вот это Турпал Али Ибрагимов. Слева стоит. Почему-то не видно моей мышки. Ну ничего. Вот слева стоит. Видите, кто вот с поднятой рукой, справа которая, это Темирлан Мусаев. Непосредственный человек, который душил. Также душил Турпал Али Ибрагимов. Они были два друга, два подельника. Ну вот они тут ходят, строят стройку и так далее. Просто чтобы вы знали, о ком идет речь. О ком идет речь. Также я еще одно видео покажу перед самой смертью Темирлана Мусаева. Он был начальником ОВД Шалинского района. Погиб, якобы погиб. Может быть, погиб на самом деле, может быть, его спрятали, может быть, уничтожили, потому что он был непосредственно исполнителем, и там везде фигурирует. Вот вы видите слева с большой этой бородой, в камеру не помещается его репа, Темирлан Мусаев. Справа вы видите
на которого положил вот руку, если вы видите, Апти Алаудинов, Аслан Ирасханов. И вот посередине вы видите вот в светлом мундире этого желтые штанишки Апти Алаудинов. Ну еще какой-то с ними мерзавец стоит. Итак, люди были задержаны и были доставлены в разные отделы полиции. И там началась экзекуция, пытки. И благодаря одному сотруднику, который оказался самым добросердечным, как говорят непосредственные задержанные, который пытался помогать, подкармливать их там сникерсами, там чем может, как может. И не только им я сам наводил справки про этого человека, так как он бывший сотрудник российской полиции, поэтому я посчитал, что мне нужно проверить этого человека. Этот человек заслуживает уважения, реально, да, он оказался среди них, так как другого способа заработать себе на жизнь не было, и вот он оказался вот в этой ситуации. И благодаря тому, что человек решил раскрыть все планы, все события, которые там происходили на тот период, теперь стали известны. Они есть в уголовном деле, и будет большой процесс. А теперь я хотел бы вам рассказать и зачитать ту статью, которая написана «Новой газетой». Это большой процесс, большое такое дело. «Новая газета» сообщает о 27 убитых. По моим данным, я еще раз говорю, около 100 человек убитых. Как я вам ранее говорил об этом, некоторых сжигали на покрышках, их останки бросались в Терек, Ассу, их тела захоранивались на христианских кладбищах и всячески другими способами пытались избавиться от тел. Перед тем, как их казнить, вот определили вот именно во втором полку, где командиром является Аслан Ирасханов, когда определили так называемых амиров, им сказали, что вас будут отпускать, и им предложили подписать подписку о невыезде. Сказали, что по первому требованию вы должны явиться. Люди обрадовались, что им разрешат уйти домой. После неимоверных пыток. Пытки заключались не только в избиении, но также лишение сна. Не кормили, стакан чая и одно печенье на весь день, чтобы человек не умер, но физически был в тяжелом положении, да, моральном, психологическом тяжелом положении, чтобы человек находился. Мне тут пишут, что звук плохой. Скажите, как со звуком, Серж? Мне пишут, что со звуком проблемы. Скажите, как со звуком? Яздайш холдается. Звук хорошо, говорит. Сейчас нормально. Так, давайте я перейду к статье. Ее нужно читать полностью. Она не последняя. Будет большой процесс. Банда кадыровская, банда ФСБ, или они курируются и ГРУ, и ФСБ. Например,
Магомед Даудов по кличке Бутылкин. Он курируется военными. Кадыров курируется администрацией президента или Рош. Ну и так далее. Хорошо слышно, чуть раньше слабо был. Ну так. Звук DQ остался Магати. Я не знаю, почему со звуком проблема, а вроде бы все должно быть отлично. Ну, давайте перейдем к самой статье. Казнь после смерти. Я закончу просто мысль. Им подписать подписку о невыезде, они подписывали бумагу, заводили в другую комнату и убивали. Душили, одного застрелили. Затем Аслан Ирисханов сказал, что будет стоять очень такой сильный запах крови. И было принято решение задушить этих ребят. Они все были в наручниках, их заводили в соседнюю комнату, клали на живот, 2 человек держали, 2-3 держали. И Тамерлан Мусаев, по очереди они уставали их убивать. Тамерлан Мусаев и Турпал Али Ибрагимов душили. Затем их телефоны отправили в Сирию. Это к тому, что у них в Сирии есть люди среди вот не только того контингента, который они отправляют официально воевать, но и как среди так называемых там, борцов там, за всемирный джихад. Отправляли туда их телефоны, оттуда приходили сообщения, что мы добрались, мы на джихаде, у нас все хорошо и так далее, и так далее. Это делалось для того, чтобы родственники не искали, потому что родственники не верили, и многие просто были в недоумении, как же так, их задержали, вот говорили, показывали бумагу, мы их отпустили, вот видите, они подписали, мы их отпустили, и через несколько дней они, вот из Сирии пришло сообщение, вот присылают сообщение. Это как бы делалось для того, чтобы замести следы. Так, давайте почитаем Новую газету. Всех деталей я вам сказать до сих пор не могу, так же как назвать имя человека, который невероятной храбрости, который подверг угрозе не только себя, а всю свою семью и всю свою жизнь. Они будут его преследовать, если останутся на свободе. И, конечно же, они ему этого не простят. И он об этом прекрасно знает и нисколько по этому поводу не парится. Потому что плевали мы на вас с высокой, самой высокой колокольни Гамбурга. Итак, Новая газета, Елена Милашина. Казнь после смерти. По официальным данным, это террористы, уничтоженные силовиками. На самом деле жертвы бессудных расправ в Чечне. Говорит Елена Милашина. И здесь фотографии тех людей, которые были казнены. Их я вам тоже покажу. От редакции. Все, что вы прочтете далее, задокументировано правоохранительными и судебными органами Российской Федерации, а также напрямую подтверждено открытыми, не анонимными свидетельствами очевидцев описываемых событий. В апреле 2017 года «Новая газета» передала Следственному комитету
России список из 30 убитых жителей Чечни. 27 человек из этого списка были задержаны в декабре 2016 и в январе 2017 года в ходе полицейских спецопераций вместе с десятками других жителей. Так как написано в тексте, я не буду исправлять и называть вещи, как тут указано, да, без своей корректировки. Мы документально можем подтвердить задержание минимум 109 человек. В конце января 2017 года на территории полка патрульно-постовой службы имени Ахмада Кадырова, далее полк имени Кадырова, этих 27 чеченцев казнили, двоих расстреляли, остальных задушили. Еще трое из списка новой были задержаны, подвергнуты страшным пыткам и погибли в результате организованной в Чечне в конце февраля 2017 года массовой кампании против местного ЛГБТ-сообщества. Чуть позже мы передали Следственному комитету данные еще одного четвертого человека, которого похитили, а затем убили в Чечне по подозрению в нетрадиционной ориентации. Здесь я хотел бы напомнить, что этот человек, о котором сейчас говорится, был одним из сотрудников, который также не согласился с тем, что они совершили. И они убили этого человека. Прямо вызвали, подъехали к его дому, вызвали его на улицу, выстрелили ему в лоб и сказали родственникам, что этот человек является такой-то ориентацией, похорон не делать, мы за это его казнили. На самом деле он был убит совсем по другой причине. Это человек, который также был свидетелем, как тот свидетель, который находится за пределами России, который дает показания, дал показания, не смог терпеть с этим и начал и пытался предпринять какие-то меры для того, чтобы придать огласке сей факт. И за это об этом узнали, об этом донесли до руководства, и он был убит. И его назвали нетрадиционной ориентацией и так далее. Следственный комитет России, кстати говоря, это часто так делается. Это очень часто так делается. Следственный комитет России проводил доследственную проверку по нашему заявлению об убийстве 31 жителя Чечни почти год. Следователи подтвердили гибель 4 человек. 2 человек из списка новой они якобы обнаружили живыми и даже взяли с них объяснение. Более того, этих людей предъявили уполномоченному по правам человека при президенте РФ Татьяне Николаевне Москальковой во время ее поездки в Чечню в рамках проверки информации «Новой газеты». Но на самом деле это были родные братья задержанных и казненных в январе 2017 года. Махмы Мускиева и Шамхана Юсупова, Умар Турпилайлович Туркоев и Мансур Шайхович Юсупов. Их вынудили пойти на это вранье, которое легко разоблачить. Например, посмотрев видеозапись с участием этих людей, который в ходе встречи предусмотрительно сделал помощник Татьяны Москальковой и сличив ее с пожизненными фотографиями Махмы Мускиева и Шамхана Юсупова. Еще 3 из нашего списка по версии Следственного комитета пропали без вести. Также еще раз напоминаю, в этот период времени было казнено точнее 100 человек. Некоторые не подали никаких заявлений. Видимо, подумали, что реально уехали люди в Сирию и так далее, и так далее. Кто-то был запуган убийством других детей. Из-за этого люди молчат. Татьяна Москалькова, всем известная мерзавка. И Москалькова является пособницей. Хотя «Новая газета» ее пытается тоже тут выгореть. Как и вся Россия является пособником тех страшных преступлений, которые они творят. Причем творят по указанию их нано-царька.
В отношении остальных 18 человек летом и осенью 2017 года были возбуждены уголовные дела, и все 18 были объявлены в международный розыск по обвинению в участии в незаконно вооруженных террористических формированиях на территории Сирийской Арабской Республики. После чего в марте 2018 года Следственный комитет России вынес окончательный отказ в возбуждении уголовного дела по заявлению «Новой газеты» и больше к теме массовых несудебных расправ в Чечне не возвращался. Мы же продолжили свое расследование, сообщает «Новая газета», совместно с правозащитным центром «Мемориал», неправительственной коммерческой организацией «Правовая инициатива», движением «Российская ЛГБТ-сеть», общественным объединением «Комитет против пыток» и блестящей командой адвокатов нам удалось убедить жителей Чечни, ставших очевидцами незаконных задержаний, пыток и внесудебных расправ, открыто дать об этом показания. Кроме того, в нашем расследовании впервые будут опубликованы показания свидетелей с той стороны сотрудника полка имени Кадырова, который, по его словам, принимал непосредственное участие в контртеррористических операциях в декабре и январе 2017 года, задерживал людей, охранял их в секретных тюрьмах, то есть незаконных тюрьмах, и стал свидетелем казни по меньшей мере 13 из 27 фигурирующих в нашем списке человек. Этот свидетель вышел на контакт с «Новой газетой» еще в 2017 году. Он согласился дать интервью и нотариально заверил свои показания для Следственного комитета России, не скрывая своего имени и должности. И для него это решение было делом принципа. Он просил только об одном – защитить семью. Сам он готов был остаться в России, чтобы сотрудничать со следствием. Но мы приняли решение вывести из страны всю семью, включая самого свидетеля. Следственный комитет России ни разу не удовлетворил ни одного ходатайства о государственной защите даже непосредственных жертв чеченских силовиков, так называемых силовиков. Надеяться на то, что российское государство защитит свидетеля, который с точки зрения государства настоящий предатель, было бы совсем уж наивно. Мы смогли увезти этого человека и его семью из России лишь недавно, во многом благодаря помощи коллег из международных правозащитных организаций. Это оказалось страшно сложно. В мире очень много стран, осуждающих нарушение прав человека в Чечне, но почти нет таких, которые готовы предоставить государственную защиту бывшим сотрудникам чеченских силовых структур в ответ на публичные показания о преступлениях, в которых они не просто выступили свидетелями, но и принимали участие. Пока свидетель оставался в России, мы из соображений безопасности не могли публиковать его показания. Но за эти годы мы досконально проверили его рассказы и смогли его подтвердить. В том числе или даже в первую очередь показаниями самих жителей Чечни, задержанных и содержавшихся на территории полка имени Кадырова в январе 2017 года. Они опознали этого сотрудника. А мы, в свою очередь, прояснили очень важный для нас этический момент. Несмотря на то, что свидетель выполнял незаконные приказы, а именно принимал участие в задержании и охранял незаконно места лишения свободы задержанных, он не участвовал в пытках. Более того, он был одним из немногих сотрудников полка, кто проявлял к задержанным сочувствие. Именно поэтому он запомнил многих из них, причем запомнил именно человеческие детали, которые можно было узнать только при доверительном общении. Сегодня мы публикуем первую часть нашего расследования, итог совместной многолетней кропотливой работы. Каждый факт в этом тексте подтвержден официально ведомственными документами, вступившими в силу приговорами, материалами уголовных дел, следственных проверок, сообщений о преступлении, протоколами судебных процессов. Все свидетельства очевидцев описываемых событий задокументированы в соответствии с законами Российской Федерации. Все эти люди дали согласие на публичное использование их персональных данных и показаний. Таблица МВД. Летом 2017 года
так и не дождавшись от Следственного комитета возбуждения уголовного дела по факту массовой внесудебной расправы, «Новая газета» опубликовала статью «Это была казнь». В ней мы привели список 27 убитых в апреле 2017 года чеченцев. После выхода этой публикации на электронную почту журналиста «Новой газеты» неизвестный нам человек прислал таблицу, которая содержала фотографические и персональные данные 67 задержанных в январе 2017 года жителей Чечни, а также сведения о результатах оперативно-розыскных мероприятий. Такую таблицу человек с улицы составить не мог. Повторимся, мы не знаем имени человека, приславшего нам таблицу, но из переписки с ним стало очевидно, что это либо агент, либо непосредственно сотрудник УФСБ по Чеченской Республике. Этот человек дал понять, что руководство УФСБ по Чеченской Республике, в то время его возглавлял Игорь Хвостиков, крайне заинтересовано в публикации, чтобы интенсифицировать официальное расследование обстоятельств казни 27 человек. Как мы видим, после того, как «Новая газета» опубликовала, кто-то из ФСБ, по всей видимости из ФСБ, предоставил доказательства и факты казни людей. Это говорит о том, что ФСБ курировало это дело. В КСБ курируют и другие дела. Только лишь потому, что это дело получило широкую международную огласку, только лишь потому, что 17 стран создали так называемый московский механизм за мониторингом, по мониторингу по правам человека во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, ФСБшники слили, как и полагается, банду кадыровскую. И далее. К сожалению, присланные нами документы были черно-белыми ксерокопиями плохого качества, но даже по едва различимым крошечным размерам фотографии можно было определенно сказать, что многие из фигурантов этой таблицы были сфотографированы в одном и том же помещении. Фоном на этих фото выступала белая стена с декоративным плинтусом посередине. Стены именно с такими плинтусами были зафиксированы в ходе осмотра полка имени Кадырова, который провели следователи ГСУ СКФО в рамках доследственной проверки по нашим заявлениям о внесудебных расправах. Более того, в ходе этой проверки следователи в течение года осмотрели и сфотографировали, подарив нам бесценный материал для анализа, все подразделения чеченского МВД, куда, по нашим данным, по сей день регулярно доставляют задержанных жителей Чечни. Регулярно, постоянно производятся казни людей под разными предлогами. И потом кто-то удивляется, почему чеченцы молчат. Сейчас, одну минутку. Я сделаю так, чтобы мы могли видеть, вы тоже могли видеть эту статью. Одну минутку. И продолжим. Так, вот эти люди, вот это молодые люди, которые казненные, которые были казнены. Далде алдойшун, далгеш дойшун. Так, давайте перейдем к статье. Вот это тот самый полк, казарма номер 6 полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмада Кадырова в Грозном. В подвале этой казармы без суда были убиты задержанные чеченцы. Кадр Грозный ТВ.
Так. Из преамбулы к таблице прямо следовало, что все 67 человек были задержаны сотрудниками чеченских силовых структур в январе 2017 года. Только 14 человек из этих 67 задержанных присутствовали и в нашем списке казненных. Остальные 53 человека, очевидно, находились в одних подвалах с фигурантами списка, а затем либо отпущены, либо легализованы. То есть признались в совершении преступления и были осуждены. Но главное, эти 53 человека остались живы, и как мы уже тогда понимали, потенциально могли свидетельствовать о факте казни 27 чеченских жителей, которая произошла на территории полка имени Кадырова в январе 2017 года. Найти этих свидетелей не составляло труда. С точки зрения Уголовно-процессуального кодекса РФ, эта таблица, которую мы неоднократно публиковали, была прямым доказательством страшного преступления. Следователи обязаны были изъять у нас этот документ и приобщить его к материалам проверки. Но следствие таблицей не заинтересовалось. Поэтому свидетелей казни нам пришлось искать самостоятельно. О результатах этой невыполнимой миссии мы расскажем далее. Мы понимали, какими серьезными доказательствами является таблица и сведения в ней. Поэтому мы попытались найти оригинал этой таблицы с цветными фотографиями задержанных. На цветных фотографиях, как мы предполагали, были бы более различимы не только помещения, в котором проводилась съемка задержанных, не только следы побоев на их лицах, но и одежда, в которой их фотографировали. К тому времени Мемориал и в новую газету обратилось несколько семей задержанных жителей Чечни. Юристы проводили их доскональный опрос. И описание одежды, в которой задерживали людей, имело очень важное значение, потому что именно в этой одежде их фотографировали после доставления в то или иное подразделение силовых структур. В конце концов, наши поисковые усилия увенчались успехом, и у нас оказался оригинал еще одной таблицы МВД, теперь уже с данными о 108 задержанных в декабре 2016 и январе 2017 года. И главное, с их цветными фотографиями. К сожалению, мы не можем даже в общих чертах обозначить источник этой таблицы, так как человек, который нам ее передал, взял с нас слово. Он подверг себя огромному риску, и мы согласились на его условия. В этой таблице у нас нет никаких сомнений в том, что она составлялась сотрудниками МВД по Чеченской Республике. Приведены максимально подробные данные о чеченских силовых структурах, проводивших задержания, и все 108 фотографий задержанных группированы в соответствии с тем, какое подразделение задерживало людей. Вот фотографии этих ребят. Здесь практически дети есть. Здесь есть вообще дети, которым 18, 19, 16 лет. Эти фотографии очень красноречивые. Если вы видите, вот об этом идет речь. Вот Юсупову Асхабу, 90-го года рождения, на тот момент исполнилось 17 лет. Задерживали, ему было еще 16. Уже пыточно ему исполнилось 17. Вот этот человек. Под номером 81. Эти фотографии очень красноречивы. Это говорит о том, что они все избиты. У многих, почти у всех синяки. Ну и по выражениям лица видно, что люди пребывают очень в тяжелом психологическом состоянии. Эти фотографии очень красноречивы. Например, в Шалинском РОВД задержанных всех до единого фотографировали на фоне стены, до половины облицованной коричневым пластиком. В полку имени Кадырова фоном выступали либо стена с плинтусом, либо белый
стеклопакет с перемычками, либо труба в котельной, в которой задержанные были пристегнуты наручниками. В таком виде сфотографированы сразу трое. Собри Терек, чеченское подразделение Росгвардии. Задержанных фотографировали на фоне Белой стены без каких-либо опознавательных знаков. А вот на стене ЦПЭ МВД по Чеченской Республике за спинами задержанных можно разглядеть висящие на стене ведомственные документы. В новой таблице мы нашли почти всех фигурантов, 26 человек, из нашего списка казненных. Из этой таблицы также следует, что в декабрьских и январских задержаниях принимали участие сотрудники полка патрульно-постовой службы имени Кадырова. Туда доставили больше всего задержанных, 58 человек. ОМОНа, трое задержанных. ЦПЭ МВД по Чеченской Республике, совместно сотрудники МВД России по Грозненскому району, задержано 17 человек. Федеральная служба войск Национальной гвардии России СОБР Терек, ГУ МВД России по Следственному комитету по Северо-Кавказскому федеральному округу, 14 человек. УУР МВД по Чеченской Республике, 4 человека. ОП-2 УМВД России по Грозной, 1 человек. ОМВД России по городу Аргун, 10 человек. ОМВД России по городу Шали, 1 человек. Вот так распределились задержанные по районам Чечни. Курчалоевский 23 задержанных, Шалинский 41 задержанных, Шелковской 1, Наурский 3, Грозненский район 19 задержанных, Старопромысловский 4 задержанных, Ленинский 1, Заводской 1 задержанный, Октябрьский 7 задержанных, по городу Аргуну 10 задержанных. По полученным позже свидетельствам выживших задержанных и их родственников, сотрудники отделов полиции вышеуказанных районов также принимали непосредственное участие в массовых задержаниях в декабре 2016 и в январе 2017 года. В ходе доследственной проверки, проводившейся по нашему заявлению, все руководители вышеуказанных подразделений республиканских МВД и Росгвардии отрицали и сам факт задержания, и свое участие в них. И только командир ППСП, полк патрульно-постовой службы имени Кадырова, Аслан Ирасханов, вообще не ответил на запрос следователя. Вот этот убийца. Убийца-палач. Человек, который убивает связанных, задержанных людей. Ради чего? Ради денег? Галенвагенов перед казармой, чтобы у них стояли. Десятки задержаний по поручению главы Чечни. Еще летом 2017 года совместно с правозащитным центром «Мемориал» мы установили следующее. Список казненных состоит исключительно из жителей Чечни, задержанных в ходе так называемых спецмероприятий, проводившихся в республике в конце декабря 2016 и 10-13 января 2017 года. Новая таблица МВД с цветными фотографиями и данными о 108 задержанных подтвердила этот факт. С точки зрения роли самого главы Чечни Рамзана Кадырова, в этих событиях январская спецоперация представляет особое значение, так как она широко освещалась республиканскими СМИ. Выпуск новостей за 11-17 января 2017 года является объективными доказательствами как самого факта массового задержания, так и того, что спецмероприятиями руководил лично Рамзан Кадыров. И в этом нет ни малейшего сомнения. Да, непосредственно руководил все Кадыров Рамзан. Доносил ему информацию, бегал в этот полк и обратно Абузейд Висмурадов по кличке Русский Патриот. Так, новостной сюжет от 11 января 2017 года. Все упоминаемые в расследовании видеозаписи есть в распоряжении редакции, сообщает нам Елена Милашина. Начинается с утверждения ведущего новостей о том, что в результате спецоперации в Курчалоевском районе 4 жителей Чечни уничтожены и десятки задержаны. На 30-й секунде новостного выпуска диктор в подводке к сюжету о спецмероприятии опять говорит:
Цитата. В Курчелоевском районе прошла спецоперация против бандитов. В результате 4 террористов уничтожены, 1 задержан. Напомню, ранее в этом районе уже были задержаны десятки молодых людей, связанных с бандподпольем. Корреспондент начинает свой сюжет следующими словами. Спецмероприятия в Курчелоевском районе начались утренние часы. Задача правоохранителей выявить лиц, причастных к бандгруппам, и обезопасить жителей от потенциальной угрозы. Оперативные мероприятия проходят по поручению главы Чечни. В ходе доследственной проверки, которую следователи проводили по заявлению «Новой газеты», руководители силовых подразделений и районных отделов полиции республики отрицали вообще сам факт массового задержания, имеющий место в январе 2017 года. Кроме того, они отрицали то, что фигурантов списка казненных вообще когда-либо задерживали сотрудники полиции. Однако, например, в выпуске новостей ЧГТРК Грозный от 11 января 2017 года был показан один из задержанных накануне жителей Чечни Адам Досаев. В новостном сюжете его допрашивает лично глава Чечни Рамзан Кадыров. Рядом с ним в кадре командир полка имени Кадырова Аслан Ирасханов и спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Давайте посмотрим это видео, так как на этом видео Досаева общаются с Досаевым, и я потом расскажу, и потом Кадыров в него стреляет. После того, ну давайте послушаем. Посмотрим сперва, потом решим. Потом дальше обсудим. Здравствуйте, это информационная программа «Новости». Я ее ведущий Саид Ахмадов. Вот что будет нашим русским. Четверо уничтоженных и десятки задержанных. Звук мой, Алиш, Гважари. Скажите, пожалуйста, как дела со звуком обстоят? И именно вот видеозвук как, скажите? Так, видеозвук нормальный. В Курчелоевском районе прошла спецоперация против бандитов. В Курчелоевском районе прошла спецоперация против бандитов. В результате 4 террористов уничтожены, 1 задержан. Напомню, ранее в этом районе уже были задержаны десятки молодых людей, связанных с бандподпольем. Подробнее расскажет наш корреспондент. Спецмероприятия в Курчелоевском районе начались в утренние часы. Задача правоохранителей – выявить лица, причастные к бандгруппам, и обезопасить жителей от потенциальной угрозы. Оперативные мероприятия проходят по поручению главы Чечни в связи с недавним задержанием группы экстремистов. Уже вечером началась спецоперация в Курчелоевском районе. Ранее силовики получили оперативную информацию о нахождении в селе вооруженных террористов, после чего и была спланирована специальная операция. При попытке задержания бандиты оказали сопротивление. В результате 4 из них были уничтожены, 1 задержан. هو بيرك سيده اللي هو تاع كوزا ما حاجه صح شو متابعنا شو ديسني بالي جي شيلر ده مالك عوضه هذا كوش ولا دوت هذا بيت بيت شو ده هو Еще один участник НВФ блокирован в лесном массиве. Рамзан Кадыров, который руководит операцией, отметил, что его поимка – дело времени, и призвал силовиков быть предельно осторожными.
Zodat Mella dan een glaude spetsoperatie is het bispateerd dat dan. Ook dan zijn ik militair met geusje, ook ben daar met geusje, ook aan boord zijn dan met geusje. Wordt zo ook al joch met de geu, gaan met de geu dan. Zodat accuraat dat ze gaan dan, om boord dikker wat. Информация о группе бандитов, скрывающихся в Шалинском и Курчулойском районах, была получена несколько дней назад. Используя эти данные, оперативники определили точное местонахождение террористов и сегодня провели операцию по их нейтрализации. Всего за эти дни были задержаны десятки особо опасных бандитов, вооруженных стрелковым оружием и взрывчаткой. Они готовили крупные теракты на территории республики. Накануне в районе побывал и глава Чечни. Он отметил, что жители района достаточно настрадались от рук бандитов еще 2000-х. 120 година шейтна штоцола. Из них 8-3-4 цахабала хочет вин. Эти муски я изенёр في الهمشتان. أجري على توتر دان. ديش ناخي ترخش بين دان. تقوم بحلوة أمير ومسكي وحالاتك دان. تاك سلم تدل توتر نعم دان. تاك سلم تدل دان. بيتن دلق ساق. ظلم دلق ساق دان. شنو مصر ما دغير. ديز وجد ديز بوعكو. هو شوي شيء نشكي دان. ويمين شو حكي شو مدرس. لبوج مت الدنيا والوعب البوخ بو القرآن تي سنة الشيء نشكله الخوارج نشكله الشهيدي نشكله التروريست نشكله القوم مصر نشكله وبعب المصو أورد إسلامский светский مصو правила жизни человека у нас есть основания и да я нشكله. Рамзан Кадыров заявил, что борьба с теми, кто покушается на безопасность и порядок в регионе, будет бескомпромиссной. По его словам, к профилактической работе должны подключиться все, кому не безразлична судьба своего народа. وشاقي تعود وشاقي وشاقي أنا حالي هتسدان ده رئيس هالدان وقع ملعب يقول شان دان دراز وبقول أخيرا شان دان ترى دان هو اللي يدوي خوشتان ده دراز وتعدان وقنية أخيرا يسقيش عادل دان دراز وبقول دان ده هو شان يمان سوى بالله دان دان ديك نبي دان سوي هالدان تأخير لك دان يبيو خمس دان تعدق وزلم درك يتشن دان دان ده غيثم خلوه دان وش عيش حالي تعود دان يا أنا ده ما إذا تكرروا ده ميلا تشين أو تيجي خاش ده بوصل ما بعين إنفورماتير هي تعود دان تيجي حالي على شيء لا دان ما عندوش أختار خبرت بين الرسكتي نوى ونيفي نصير فولك نوع وصل فين دان إذا دان شدان يفينك دان أو شاهد حالات شدود شو شاش فيني دان دان يبرست بين الرسكتي نوى ده دان أخذ دان بق دان بق وبين دان شدك أنا أخذ شيء دان أنا وصل لزي شيء دان باقي شيء دان كم صوت ده دان إيش هاجي جروب دان كل شيء سكي شلين سكي ده ولا يأخذ دان تركيز في جروب هاجي دان حالات سايو عند عيا ساعة ده ما بعد شيء دان Жители района в один голос осуждают бандитов и в дальнейшем намерены сами принимать меры против таких людей согласно чеченским адатам. К примеру, Мускиевы принесли горе не в одну семью, десятки убитых ни в чем не повинных людей самых мирных профессий. Богословы, старейшины, главы сельских поселений, женщины и даже новорожденные дети. И сегодня во главе группы, которая готовила очередные взрывы и преступления, стоял один из этой же фамилии. ديكس ديكم دات آسا ودوت أقصى وش هاتين زيك على خلا هنو ساسيشة و ناقوستي بو إشت ديزل هو يشتوح دوختش بيتك وداع كما ديزل بابا شوال تيش بيحكيت مريشكنا أرجونا إيش دخلنا هنستلص ماشي زي مسكي عند أول ساعة دوق الملك يدقص إيش ما خاطر بوخشة ويتأحبت الإدق وقال دالكيت يا إيش حلقي مخبر بيش نخليك إيش عيوت ثبتش ساده هرزل المقدار مدازريش مخبر خلي عاري هو باتشن بركل ديريز على الأردوس على عند الثانية قاعد يشوفه بلد عايز هنا ظلم تداريت طون وشليلين هو داسة أولي الدوس الدول شو ما داسة إذا حين هو يسوى شغل قطعو يرفضون صار بيخن هريوت قطعو عرجيدو قدام وتخني صلاح وصلوا فتشعنا دير خليل الشيخين حلت الشيخين حصلت ياتار سيعاننا غدر ظلم دينا غدر ظلم دير دي صار إمو إذا أنا ظلم دي سوسا بينسا شو بكنسا كان بركة لق دير خليل كان خوير تاع أوس موسكي والكرخاء دقو
داشناخ بين سار أخ يرت دايش بين سار يرت باخر خوش بين سار أخ مرج بسو. Здесь вы видите, как они осуждают тех, кого они только что убили, и благодарят Рамзана Кадырова, что и так далее, что вот они там помогают охранять покой, а то пролилась бы кровь, совершили бы те преступления, говорят. Но задержанных людей казнить нельзя. Да, если кто-то был вооружен и вы его убили, у вас с вашим законодательством проблем не будет. Но если вы казните задержанного человека, то даже в таком случае это по вашему законодательству, вашему фашистскому оккупационному законодательству, это преступление. Ну, давайте дальше, потому что статья очень большая, и я бы хотел, чтобы она, конечно, осталась в видеоформате. В таблице МВД с цветными фотографиями Адам Дасаев указан под номером 31. Он входит в группу из 58 человек, задержанных сотрудниками полка имени Кадырова. Кроме того, Адам Дасаев фигурирует и в нашем списке казненных. По свидетельствам 15 задержанных в тот период жителей Чечни, имеются в распоряжении «Новой газеты». Елена Милашина. С 10 по 26 января 2017 года Адам Дасаев содержался вместе с ним в одном подвале, расположенном в спортивном комплексе на базе полка имени Кадырова. Вот он, этот Адам, вы его только что видели на видео, он там разговаривает, затем он был казнен. 88 года рождения. А в ночь с 26 по 27 января Адам Дасаев был казнен в комнате отдыха 6-й казармы полка имени Кадырова. Командир полка имени Кадырова Аслан Ирасханов так и не был опрошен в ходе доследственной проверки. Спикер же чеченского парламента Магомед Даудов по кличке Бутылкин в своих объяснениях сказал следователю, что ему ничего не известно о судьбе людей, фигурирующих в нашем списке казненных. По официальным данным следствия, основанным на фактически голословном рапорте начальника ЦП МВД по Чеченской Республике Межидова, рапорт не подтвержден никакими другими данными, Адам Дасаев в январе 2017 года выехал из Чечни, добрался до Сирии и примкнул там к террористическим организациям. Выпуск новостей ЧГТРК Грозный от 11 января 2017 года, ставящий под сомнение рапорт начальника чеченского ЦП к материалам доследственной проверки, не приобщался. Вы только что видели Адама Дасаева. Это было в январе. Это то время, когда начальник по борьбе с экстремизмом, Межидова. А Межидов сообщает, что он уже в Сирии. И так лепятся очень много дел. 14 января в вечернем выпуске новостей ЧГТРК Грозный вышел часовой сюжет, в котором Рамзан Кадыров, Магомед Даудов, министр МВД по Чеченской Республике Руслан Алханов, замминистра МВД по Чеченской Республике Апти Алаудинов, командир СОБРа Терек Абузаид Висмурадов, командир полка имени Кадырова Аслан Ирасханов и другие чеченские силовики стоят бок о бок с задержанным в тот день жители Чечни Имраном Дасаевым, двоюродным братом Адама Дасаева, и полученной нами таблице МВД Имран Дасаев фигурирует под номером 79. Вот вы видите на фотографии. Давайте посмотрим и это видео. Беглец найден. Силовиками схвачен бандит, который скрылся после спецоперации в Курчуловском районе. Главная тема дня. Силовики задержали члена бандформирования, которое было ликвидировано чеченскими правоохранителями 11 января в Курчуловском районе. 30-летнему Имрану Дасаеву в ходе боестолкновения удалось скрыться. Все это время он находился в бегах. Рамзан Керимов с подробностями.
11 января, ЦОЦ-Юрт. Оперативные мероприятия по выявлению членов бандформирования в селе начались с утра. В активную фазу спецоперации. Övedéne, nacionálni guardina, massana bérkna don, dina busa don. Na barkal dérész ol ala son gelgna bolchan tsoit ol ötra. Har ginginchan, mosso meta hokka most évaston, ez na don. Aka ho hamber bandos taran har. O limon kakvesnis don, ocston, vagy na os, de a támadocs. Lezetszövés támadocs don, taran háletse. Kint hogan szikila don, babisból, bohbirbu. Aka jó don, da krijgen boek wel veel dan nog je gewoon je وصلت ناحية شاشلية مديت والله بالله تالله دون سيري عدق اللي هو عدق غازو تخيل شيء وقري حلقة غازو تعالوا قدش تمد داستان حيجا ما حيج دائما ديل دو حيوغر دوش مدرو تاعن دونه هو غير بني ماني هو غير يوتسك هو دو هون غدواتش عودو تك دوتسك دوتش داتا dat putsch moet wat ook zijn, maar dat dan putsch had is zes dan is dan zes duurtjes dan liefst naar boven dat je ziek угли tweld door daar desna elem nach короче было я больше слушать не могу moe boer bellen nog iets wat ага is nog dat Богословов. Понятие تخن مص متعبانه هور هيرتا هور اونع غور ديا مص متعبان سيستما ايش عاشدل ايش ديردو نتيش بيك متسعم بيروش تعم يقت رقد عم ديردوش هم درو دوشن ها هو يقدر احناخي دون كنوا شخصن بو محترسو سين انت دو ديوس مساجي اوميك استن ويقدر رمزان احمادوش Togaldo badish понятие елч хити то бодич это халвоца вахтелш хич сарлохум я бодич сум индия до что ты хундини алиса да ты что ты хундини ро асовия алире حال يا سيجار شو ميشل هو عيالنا محمد اليرس فاميلي هو زين رشيد ميشل تيري شيلر حاميرو ها سامي تو بي عليه ها تو الير السلام عليكم ايه طب شتا بيش مو خيط لدر خيط ها لدر خيطر احضر حين شو سويس تاعي هذا صار ايه وان احمد كان قاعد تمشي هو طب شو وقت ايه بدون كيف تمشي نو خد صار يا استاذ انت غادر ايش دق صدق اصبر هذا غادر دق السلام عليكم اج تخطيش تخوي مو عامل نرجع سن مواصلات قاعد وين اصلا هو جروبي اوديش مش حالات شادو بيديسات خمسه ودون دوش ولا عرفت ام بدور هذا شيء شابي لوش والله يو بتاع ايش خلش دعوت ما يقدرش يولد شلون ها نستس يجي لا نستس يجي ودعوت اخذك سهول يدخ دون ويش دون على عشان كده ده لسه ما نفض قالوا اخذ شاك بود دعون دوف بلا خلش بعدين والله ما تبغى جرد يا شيخ جرد يبقى انا رجوك شغل بص معك تخبط منتبه صح طبعا بخ Рамзан Кадыров также سيجا حالتين صح ده ده كذا شوي ده Так, больше слушать не будем, потому что я не могу его больше слушать. Так, читаем дальше. По официальной версии следствия, именно в бандформирование Имрана Досаева входили все задержанные в декабре 16 и январе 17 года жители Чечни. Сами они, правда, узнали об этом и познакомились друг с другом только в подвалах полка имени Ахмада Кадырова, имени Кадырова. Однако в официальном обвинении, предъявленному позже Имрану Досаеву, указано, что он был задержан 12 февраля, то есть через месяц после репортажа ЧКТРК «Грозный» о его фактическом задержании. Когда Имрана Досаева судили, его приговорили к 22 годам лишения свободы. Адвокат ходатайствовал о просмотре в зале суда новостного сюжета от 14 января 2017 года. Протокол судебного заседания есть в распоряжении «Новой газеты». Ну, это тот сюжет, который только что увидели. Данный сюжет доказывал незаконное задержание и фактически делал недопустимым все доказательства обвинения, так как по заявлению Досаева есть в распоряжении «Новой». Именно в это время его пытали и заставили оговорить себя
и незнакомых ему ранее людей, с которыми он сидел в одном подвале. Тем не менее, судья без какой-либо мотивировки отказался просмотреть видеозапись государственного телеканала и дать оценку в приговоре каждому важному доказательству. Глава Чеченской республики Кадыров не был опрошен следователями в ходе доследственной проверки и по нашему заявлению о массовом задержании и казни 27 задержанных. Этот весомый пробел в работе следствия необходимо восполнить. То, что вы видели в кадре, сейчас стоит избитый человек и говорят, этот человек на суде заявляет, что он оговорил и себя, и других. И в этом я лично нисколько не сомневаюсь. Потому что то, что делают они, людям, которые им попадаются, это не делается, не знаю, это чисто НКВДшные, КГБшные, ФСБшные методы, которые они применяют. Даже те аппараты, которые они бьют током, применяют, это им выдается, это военные, на военных складах у них хранятся еще советских времен, для связи вырабатывается электричество. Вот эти им выдают ФСБшники. В каждом ОВД или УВД, УМВД в Чеченской Республике есть вот эти аппараты для того, чтобы пытать людей током. Ну, пойдемте дальше. Первый терек, мертвый терек. В списке казненных, который мы передали следствию, фигурирует 12 жителей Чечни, чьи фото в цветной таблице МВД сгруппированы под номером 80 и 87 и 89 92. Все 12 числятся за сотрудниками СОБРа Терек. И всего, если судить по данным этой таблицы, в декабре 2016 и январе 2017 года сотрудниками Терека были задержаны 14 человек. 14 человек. Выжили только 2. Кстати говоря, вот вы только что видели вот Досаева, который сейчас стоял на своих ногах. Вот вы видите, он стоит на своих ногах. Вот этот Имран Досаев сказал Рамзану Кадырову: мы не хотели вас убивать, чеченцев имеется в виду. Мы хотели напасть на военных оккупантов русских. И эти сказали, молодые люди, вот этот Имран Досаев, другие, они не понимают, что происходит, реально не понимают. Что эти люди, которые вот он, видимо, у него в голове эта мысль была, что если он скажет, что вот он не хотел убивать чеченцев, а хотел убить русских оккупантов, российских оккупантов, то и должны же понять, да, нормально же, да, в любой стране, среди любого народа захватчик, интервент, оккупант — это законная цель, это международное право говорит, это я ничего не придумываю. И в любой культуре, в любом народе это считается нормально, убить интервента, оккупанта, вооруженного оккупанта. Но Имран не понимает, что не будет русских, вот этим людям, которые сейчас стоят рядом с ним, будет конец. И поэтому они будут грызть землю для того, чтобы русские там остались. Вот таких манкуртов взрастила чеченская земля. Да, харам хуйшун, ашмел шунохчи, о махку, шулатту, шунеллил, риц, да, харам дуэшун. Твари. Вот он стоит на ногах, вы видите, да? Когда он сказал, что твоего отца русские убили, как ты можешь? Кадыров достал пистолет, рядом с ним стоит Данила Мартынов, есть такой один мерзавец, преступник, оккупант, который находится рядом. Он выхватил пистолет Данила Мартынова и выстрелил в Досаева Имрана. И он был ранен. И его нога, ему не давали никакого лечения делать. Что произошла гангрена. Рамзан ему начал стрелять в него, тот начал отпрыгивать, и в ноги он ему попал. Кадыров не хотел его убить, он хотел ему в ноги стрелять. Стрелял и несколько раз выстрелил и попал ему в ногу.
Ну, нога зажила, слава богу. Ну, сам факт, что вот сейчас он стоит на ногах. Да, не ранен, ничего, не хромает, не видно, что человек ранен в ногу. Ну, потом он был ранен в ногу. Лично Кадыровым с пистолета Данила Мартынова. Так, нам удалось установить судьбу одного из них, Аюб Анаев, фигурирующий в таблице МВД под номером 93, был легализован, то есть арестован в соответствии УПК РФ только в марте 2017 года. Ему вменили хранение оружия, граната. Вот человек абсолютно невиновен, 92 года рождения, на тот период, ну уже взрослый парень он получается, в 2017 году ему 25 лет получается. Был задержан в феврале и до марта продержали его. После этого он взял на себя. Ну, представляете, несколько месяцев находиться в нечеловеческих условиях, он взял на себя вину и получил хранение оружия. Надо сказать, большинство задержанных в декабре 16 и январе 17 года жители Чечни были в последующие месяцы осуждены на разные сроки, в том числе условные, именно по статье 222 «Хранение оружия». Если почитать тексты приговоров, в распоряжении «Новой газеты» имеются приговоры в отношении 26 человек, то легко убедиться, что всем им вменяются преступления, идентичные по своей фабуле. Шел человек по селу, встретил патруль, показался ему подозрительным. В ходе личного досмотра у прохожего обнаружили черный пластиковый пакет с гранатой. В системе координат сегодняшней Чечни обвинение в хранении оружия все равно, что признание невиновности. Это самый легкий исход, на который может надеяться чеченец, оказавшийся в российской секретной тюрьме. 12 молодым людям, фигурирующим в цветной таблице МВД в качестве задержанных сотрудников СОБРа Терек, так не повезло. Мы скрупулезно выяснили судьбу почти каждого из них, дату, время, основание и обстоятельства задержания, которое в итоге закончилось их бессудной казнью. И вот эти обстоятельства. В ночь 17 по 18 декабря 2016 года в Чечне начались массовые задержания. Поводом к этому стали события 17 декабря, когда поздно вечером в центре Грозного полицейский патруль расстрелял мчащуюся на огромной скорости машину, сбившую сотрудника ДПС. Видеозапись этого инцидента широко транслировали федеральные СМИ. Давайте посмотрим. Здесь можно, конечно, говорить, что там была перестрелка там и так далее, но верить в то, что нам показывают и передают российские оккупационные власти из временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия, нельзя ни одному слову. Например, я не увидел ни одного выстрела, и я думаю, вы тоже, выстрела в обратную сторону. Просто стоит машина или что-то там стоит, и в эту сторону ведется огонь. Может быть, там были люди, может быть, там уже трупы, неизвестно, что там происходило. В машине находилось 6 человек. 3 по официальным сообщениям МВД по Чеченской Республике были убиты в перестрелке. Еще 3, Мадина Шарбиева, Ислам Бергаев и Сахаб Юсупов, получили ранения, были задержаны и госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Запомните вот этих 3 человека, которые ранены. Мадина Шарбиева, Ислам Бергаев и Сахаб Юсупов. Вот их фотографии. Позже они тоже будут казнены. Еще через 2 дня, 20 декабря, Бергаев и Юсупов по официальной версии скончались от полученных ранений. Об этом со ссылкой на МВД по Чеченской Республике сообщили СМИ. Кроме того, именно эта версия изложена в материалах уголовного дела номер 31431, возбужденного Чеченским следственным комитетом. 18 декабря по факту нападения на полицейских в Грозном, как следует из материалов этого дела, Бергаев, Юсупов и Шарбиева
принадлежали к бандгруппе, в которую помимо них входили еще 7 человек. 3 были расстреляны в той самой машине 17 декабря. Еще 4 были убиты 18 декабря в ходе спецоперации, которой официально руководил глава Чечни Рамзан Кадыров. Между тем, Ислам Бергаев, Сахаб Юсупов, якобы умершие в больнице, фигурируют в таблице МВД под номером 8081 в качестве задержанных сотрудников СОБРа Терек. Вот помните вот этого молодого человека, Сахаб Юсупов, которому было 16 лет на момент задержания? На фотографии в таблице у Бергаева, якобы скончавшегося от полученных ранений, отчетливо видны следы насилия, синяки под глазами и кровоподтек на губе. Но ни у него, ни у Юсупова на фотографиях не просматривается никаких признаков тяжелых огнестрельных ранений, а также ушиба головного мозга тяжелой степени, субдуральной гематомы в теменной области справа, межполушарного кровоизлияния, ушибленного рваной раны в области угла глаза в теменной области справа. Вы видите где-нибудь? Это экспертиза, их российская экспертиза сказала, что вот эти молодые ребята вот так погибли, в той перестрелке получили ранения и погибли. Но они оказываются на той фотографии, в той картотеке, которая в таблице, которая позже выкладывается, после этих событий. Хотя именно так описано в материалах, именно так материал уголовного дела 13431, ранения и травмы, которые Бергаев и Юсупов якобы получили в перестрелке с сотрудниками ДПС 17 декабря 2016 года. Биологическая смерть Бергаева и Юсупова от полученных ранений и травм 20 декабря 2016 года была констатирована врачами Республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи. Так написано в посмертных судебно-медицинских экспертизах, проведенных сотрудником Республиканского бюро судмедэкспертизы Минздрава Чеченской Республики А.Х. Абдулмежидовым, который является соучастником этих преступлений, потому что он скрывал, занимался подлогом документов, является также преступником. Судя по этим заключениям, сделанным почему-то лишь спустя 4 месяца после декабрьских событий, эксперт Абдул Межидов не видел Бергаева и Юсупова мертвыми. Данных о патологоанатомическом исследовании в экспертизах также нет. То есть вскрытие трупов Бергаева и Юсупова не проводилось, что является грубейшим нарушением федерального закона 323. То есть, если произошла насильственная смерть, вскрытие, патологоанатомическая экспертиза, она должна проводиться обязательно в соответствии с законом. Это закон. Но она тогда не проводилась. Это говорит о том, и мы видим по фотографиям, что эти люди не получили в правой стороны темень, область ранения, что вот они скончались. От этого же говорят эти ребята. Значит, и сама экспертиза составлена через 3-4 месяца, через 4 месяца спустя. Значит, их держали, пытали, добивали информацию, использовали еще для каких-то целей. И после этого их уже убили. При этом оба экспертных заключения представляют собой один и тот же текст с совершенно одинаковым описанием огнестрельного ранения. Верхнюю треть левой голени и других травм, якобы ставших причиной смерти Бергаева и Юсупова. Любопытно то, что в текстах обеих экспертиз повторяются идентичные опечатки. Из этих опечаток, присутствующих на 5 и 6 страницах обеих экспертиз в одних и тех же местах, совершенно очевидно, что медицинские документы, которые исследует эксперт Абдулмежидов, это один и тот же эпикриз пациента женского пола. Поэтому мы предполагаем, что экспертизы Бергаева и Юсупова на самом деле могли быть сделаны на основе медицинской карты Мадины Шахбиевой, которая также была убита. Именно она, по данным МВД по Чеченской Республике, опубликованным федеральными СМИ, действительно
получила при задержании тяжелое ранение, в результате чего ей ампутировали ногу. По оперативным данным МВД по Чеченской Республике, есть распоряжение «Новой газеты», она умерла 22 декабря. По данным правозащитного центра «Мемориал», к смерти девушки могли быть причастны ее родственники. Мадина якобы стала жертвой чеченского обычая убийства чести. Однако документально подтвердить этот факт нам не удалось. И я абсолютно с этим не согласен. Никакого убийства чести здесь близко быть не может, потому что это вообще не относится к этой сфере вообще жизнедеятельности. Да, она была убита, и после этого родственникам сказали, что вот давайте убивайте. Это то же самое, как ЛГБТ. Вот человека убивают и говорят, он принадлежал к ЛГБТ. Вот то же самое вот списывают на убийство чести. Между прочим, тут в Германии на этом тоже спекулируют. Все судебные органы все это получают, что у нас там массовые там убийства чести идут, массовые убийства там шаг вправо, шаг влево. Хотя реально вот что происходит. Вот реально что происходит, вот мы видим. Из запроса отца Ислама Бергаева следует, что сотрудники полиции сообщили ему о ранении сына и его смерти в больнице. Однако сам Бергаев своего сына не видел ни раненым в больнице, ни мертвым в морге. Более того, никто из родителей и других близких родственников тела Ислама Бергаева не опознавал. Аналогичная ситуация по Юсупову и Шарбиевой. А вот тела остальных 7 жителей Чечни, входивших по версии следствия в одну бандгруппу с Бергаевым, Юсуповым и Шарбиевой, были представлены родственникам для опознания. Это следует из тех показаний, полученных в ходе расследования уголовного дела номер 31431. Из собранных и проанализированных нами материалов можно сделать вывод, что на самом деле Бергаев и Юсупов были задержаны чеченскими силовиками 17 декабря 2016 года. И совершенно невредимыми и никак не могли умереть 20 декабря от полученных ранений и остановки кровообращения. Этот и последующие дни они были еще живы, и мы нашли не только фото, но и видео доказательства этого факта. Присяга ИГИЛ. 20 декабря 2016 года запрещенная в России террористическая организация взяла на себя ответственность за нападение в Грозном 17 декабря. 28 декабря на официальном сайте Исламского государства была опубликована и видеозапись, на которой 11 молодых чеченцев добровольно приносят присягу лидеру ИГИЛ Абу Бакру Аль-Багдади. Это та самая группа, участвовавшая в нападении на Грозный 17-18 декабря 2016 года. Ровно посередине линейки боевиков мы видим Бергаева. При этом изображение 3 человек, приносящих присягу Аль-Багдади, и видеозаписи заретушированы. Вероятно, это был первый случай, когда ИГИЛ опубликовала присягу на верность от бойцов, личности которых от зрителя скрыты. Но почему и зачем? Объяснить, почему вдруг исламское государство решило скрыть личности 3 из 11 чеченцев, логически можно только одним. Именно в таком отредактированном виде исламское государство и получило в своем распоряжении эту запись. И скорее всего получило ее явно не от самих участников присяги, потому что им как раз не было смысла скрывать свои личности. Так кто и зачем это сделал? Мы полагаем, что первыми, кому видеозапись присяги попала в руки, были сами чеченские полицейские, потому что первая информация о существовании такой записи появилась буквально через несколько часов после перестрелки в Грозном, то есть еще за несколько дней до ее публикации на ресурсе ИГИЛ. Об этом сообщили со ссылкой на источник МВД по Чечне, официальные новости, ТАСС и РИА Новости, а также ресурс Лайв. Я еще раз хочу здесь сказать, здесь много что мне еще есть сказать, но вот что хочу сказать, вот те люди, которые присягают ИГИЛ, вот 11 человек стоит, когда эти записи делают, вот сейчас Новая газета нам рассказывает, что запись вперед попала сотрудникам России, полиции российской, и потом она только попала ИГИЛ, там заретушевали 3 и отправили туда. Я не сомневаюсь нисколько, абсолютно имеется много этому подтверждений, что проводится
организовываются эти группы, ячейки ИГИЛ, именно российскими спецслужбами, российскими правоохранительными органами во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. Именно так и никак иначе. Не может 16, 17, 18, 20-летние парни что-то там организоваться и что-то сделать, если их не организовывают напичканной спецслужбами, стукачами и так далее людьми. В интернете их вербуют. Много есть людей, которые в Сирии находятся. В Сирии есть агентура, которая сидит. В каждом отделе российской полиции во временно оккупированной ЧРИ находятся, есть свои люди, которые занимаются вербовкой, склонением, разводками и так далее. И я, как человек, который сейчас уже активно занимаюсь вот этой деятельностью в Ютубе, в интернете, сам сталкивался с ними не раз. И они нам тут рассказывают, что они очень там религиозные и так далее. Это все обман и провокация. Людей самих провоцируют на это, подбивают под это, рассказывают, зомбируют, находят людей, которые, у кого-то родственники погибли, у кого-то там еще какая-то обида на эту власть, на оккупационную русскую власть. И вот этим людям рассказывают, что вот нужно сделать то-то, то-то. И когда у вас много, молодые ребята, легко внушаемы, и есть основания убивать, нападать и уничтожать оккупантов в соответствии с международным правом и чеченскими законами. Имеют все законные основания. И люди, молодые люди, считают, что они делают, ну да, конечно, победить, может, мы не сможем, но хотя бы нанесем им какой-то вред. Вот таким образом готовятся это. И здесь есть эти проповедники, пропагандоны, которые начинают там рассказывать про разные вот эти там построения халифатов и так далее. Постройте сперва одну республику, потом будете халифаты, малифаты строить. Вот так идет геноцид чеченского народа. Вот так происходит геноцид чеченского народа. Скорее всего, запись обнаружили в телефонах 6 молодых людей, находившихся в той самой машине, предполагает «Новая газета». А я не согласен с «Новой газетой» в этом вопросе также, потому что, скорее всего, запись попала в руки тех, кто ее и записывал. Вот тот, кто придумал записать в Багдаде там присягу. Какого черта вообще записывать в Багдаде присягу? В душе, если ты Богу поклоняешься, тебе не нужно записывать Богу сообщение. Точно так же, если ты своему амиру, если они его считают, этого КГБшно-баасовского агента, ФСБшно-баасовского агента считают своим амиром, зачем ему записывать? Что Багдаде им деньги пришлет, оружие пришлет? Что он сделает? Для чего это записывается? Все записи видео делаются для того, чтобы представить этих людей на законных основаниях, их уничтожить. Вот для этого делаются эти записи. Сделать видеозапись и потом, короче, показать по телевизору. Вот я сделал присягу в Багдаде. А что, в Багдаде коллекционирует их, что ли? Приходят в Багдаде... В Багдаде сам, не знаю, пятый угол ищет, прячется, или если уже замочит. Но тогда еще, по-моему, в том году, в тех годах он еще жив. Или выполнил задание и спрятался, скрылся. Скорее всего, говорит, не скорее всего «Новая газета» и уважаемая Елена Милашина, не скорее всего, ваши спецслужбы, и в том числе Кадыров, делает то, что ему велят делать. Да, сейчас крайне делается Кадыров, и Расханов и все другие подонки и мерзавцы. Но кто ставит перед ними эту задачу? Ваша страна ставит, пришедшая в нашу страну, совершив акт агрессии, совершив акт геноцида. Вот как нам приходят, вот как оказалось, что такое Кадыров, откуда они появились, эти Кадыровы. Вы сделали, ваша страна сделала. Не вас лично, Елена Милашина, я имею в виду. А вашу страну я имею в виду. Скорее всего, запись обнаружили, говорит. Находить, что сам ушли расстрельный сотрудник ДПС. Поздно вечером, 17 декабря 2016 года, в центре Грозном,
И очевидно, что она не была заретуширована, поскольку именно по этой записи, скорее всего, были оперативно установлены личности остальных 5 участников группы. Доказательством того служат персональные данные нападавших, распространенные в ориентировках МВД по Чеченской Республике уже через несколько часов после расстрела машины в центре Грозного. Давайте посмотрим новости. 7 бандитов ликвидированы, 4 задержаны. Рамзан Кадыров обсудил с силовиками итоги недавней спецоперации. От раненых бандитов, которых также доставили в больницу, удалось узнать, что в регионе на тот момент находилась еще одна машина с террористами. Удалось установить их личности. Это Можаев, Мамаев, Ментаев и Акрашев. В воскресенье, 18 декабря, силовикам удалось блокировать оставшуюся бандгруппу. На место выехал глава региона Рамзан Кадыров, который лично руководил спецоперацией. Давай, бронирование. Установив точное местонахождение, силовики обнаружили оставшихся бандитов. Их уничтожили на месте. Спецоперация, проходившая в нескольких километров от Грозного, была завершена в тот же день. سالس دانا يؤمت دانا أبشي ذكروات إيش بي النج تقوم بفيلم ده الغاز تعوق بيامر ده سمار خوارج مش ده نعطل ده طوب ده. По итогам спецоперации 7 бандитов уничтожены, 4 задержаны. Они дают показания. Сейчас устанавливаются их связи, цели и намерения. Уже известно, что уничтоженный Альтимиров был студентом Саратовской медицинской академии. Он приехал домой 14 декабря, причем неожиданно для родных. Задержанная 18-летняя Мадина, его знакомая. Остальные нигде не учились и не работали. Кстати, один из уничтоженных является родным братом Саида Можаева, который недавно вернулся из Сирии, где воевал на стороне террористов. Всем бандитам не более 22 лет. По имеющимся сведениям МВД Чеченской Республики, участники группы имели тесные дружеские отношения. Проведенными оперативно-техническими мероприятиями установлены их связи. По информации, лидером группы является Алтамиров Ислам Алиевич, 1997 года рождения, ранее проживающий в Октябрьском районе города Грозного. Также Алтамиров Ислам являлся студентом одного из высших учебных заведений города Саратов. Сейчас, одну минутку. Семь бандитов ликвидированы, 4 задержаны. Так, далее. Позже из репортажа ЧГТРК Грозное от 19 декабря стал очевиден источник официальной информации о нападении ЦП МВД ПЧР. Этот репортаж и заявление сотрудника чеченского ЦПЭ порождает вопрос, кто был 4-м задержанным. Ведь согласно официальной версии, живыми после нападения взяли только 3: Юсупова, Бергаева и Шахбиеву. Однако это не единственный вопрос, который возникает правоохранительным органам по поводу этой записи. Очевидно, что видеозапись присяги является важнейшим вещественным доказательством по делу нападения на Грозный. При этом она даже не упоминается в материалах этого уголовного дела. Ее не приобщили даже через 10 дней, когда видеозапись присяги всплыла на официальном сайте ИГИЛ с заретушированными изображениями 3 из 11 участников нападения на полицейских в Грозном. Из материалов дела также полностью исчезло всякое упоминание об 11-м участнике нападения, и следствие даже не пыталось установить его личность. Вот эти ребята делают присягу. Мы не знаем причины, по
по которой некто скрыл личности 3 человек на этой видеозаписи. Мы можем лишь с большой долей уверенности предположить, что мотив и возможность подкорректировать запись была только у российских чеченских силовиков. Есть еще один факт, укрепляющий нас в этой догадке. Один из 3 человек, чье изображение на записи скрыто, очевидно является Мадина Шарбиева. Девушку вполне уверенно можно опознать по занеретушированной руке. Я тут не вижу руку, но, видимо, где-то есть. Кроме того, ресурс Life, первым опубликовавший со ссылкой на источник МВД ПЧР, данные нападавших, сообщил в том числе об участии в нападении на полицейского в декабре 2016 года родного брата Мадины Шарбиевой. Шарбиевы очень непростая семья. Они имеют родственные связи с депутатом Госдумы Чечни Адамом Демельхановым. Возможно, именно этим обстоятельством и объясняется тот факт, что 11-й задержанный живым участник нападения, предположительно родной брат Мадины Шарбиева, никак не фигурирует в материалах уголовного дела номер 31427 и фактически выведен из-под уголовной ответственности. И видеозапись не была приобщена как доказательство по уголовному делу только для того, чтобы не устанавливать личность 11-го участника. В отношении самой Мадины уголовное расследование было прекращено в связи с ее смертью. Справка. Мадина Шарбиева являлась племянницей сотрудника МВД по Чеченской Республике Шахмана Шарбиева, близкого к депутату Госдумы Чечни Адаму Демельханову. Шарбиев входил в подразделение главы охрану главы Чечни, прикомандированного в Москве. Службу так называемый чеченский полк, который состоял Шарбиев, нес в президентском отеле на Якиманке. Большую часть времени сотрудники этого полка, однако, занимались коллекторскими услугами. Это один из видов криминального бизнеса, который регулярно приносит огромные пополнения в неофициальный бюджет Чечни. Рапорт Межидова. Но на этом приключения видеозаписи присяги ИГИЛ не закончились. В распоряжении журналистов «Новой газеты» оказался материал МВД по Чеченской Республике по проверке и сообщению о преступлении, выявленного сотрудниками чеченского ЦПЭ в результате, цитирую, проведения ОРМ, оперативно-розыскных мероприятий, наблюдения в информационно-телекоммуникационной сети интернет. Внимание! Оказалось, что 20 января 2017 года чеченские оперативники наблюдали за интернетом, так буквально следует из рапорта начальника ЦП МВД по Чеченской Республике Межидова, есть распоряжение новое, и совершенно нечаянно обнаружили видеозапись, размещенную в YouTube под названием «Вилаят Кавказ». Сейчас и только сейчас началось сражение. В рапорте Межидова, оформленном по данному факту, сказано, что на видеозаписи 11 жителей Чечни, которые совершили вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов 17-18 декабря 2016 года в городе Грозном. И все 11, по словам Межидова, опознаны, но в списке, который приводит в своем рапорте Межидов, Мадина Шарбиева и ее брат отсутствуют. На этом скриншоте также замазаны 3 участников присяги, и сам скриншот совершенно точно сделан с видеозаписи, абсолютно идентичной той, которая была размещена на официальном сайте Исламского государства. Место Мадины Шарбиевой и предположительно ее брата в рапорте Межидова в качестве участников нападения на Грозные фигурантов присяги ИГИЛ указаны Адам Хусайнович Ильясов, 22.09.97 года рождения, и Ислам Алиевич Алимханов, 07.06.1998 года рождения. При этом по официальной версии чеченского МВД они никогда не задерживались сотрудниками силовых структур. В конце декабря 2016 года выехали из Чечни и примкнули к террористическим организациям в Сирии. Правда, МВД ПЧР установило, что этот факт только осенью 2017 года, после того, как в апреле 2017 года мы передали в Следственный комитет России список казненных жителей Чечни. В этом списке значится и Адам Ильясов, и Ислам Алимханов. Ждать нет смысла.
так как его не будет. 18-лейлетнего Ислама Алимханова задержали в ночь с 17 на 18 декабря 2016 года. Из объяснений матери Лейлы Висхановой. 17 декабря 2016 года с вечера Ислам был дома. Примерно 23 часа 30 минут Ислам вышел на пробежку. Утром 18 декабря 2016 года, примерно в 8 часов меня разбудил сын Аслан и сообщил, что Ислама нет дома. Я начала переживать, так как не было случая, чтобы Ислам где-то оставался с ночевкой. И я сразу позвонила своему деверю, младший брат мужа, Алимхану Альви. Алимхану Альви и его брат Ахьят после моего звонка немедленно приехали в отдел полиции по Октябрьскому району города Грозный, где сообщили об исчезновении Ислама. Кто-то из сотрудников полиции, анкетные данные и должность сотрудника полиции мне неизвестны, сообщил, что мой сын Ислам действительно находится в указанном РОВД, чтобы мы не переживали, что они, сотрудники полиции, проверят Ислама и отпустят домой. И с тех пор по настоящее время мне о месте нахождения моего сына Ислама ничего не известно. Одет он в ту ночь был в коричневую стеганую теплую куртку. Вот он, этот самый Ислам. Таблица МВД с данным о 108 задержанных Ислам Алимханов действительно сфотографирован в темной куртке при сильном увеличении цвет ее похож на темно-коричневый. 19-летний Адам Ильясов, двоюродный брат Магомед Амина Ильясова, участвовавший в декабрьском нападении в Грозном, из показаний матери Адама Ильясова Хабилы Каимовой следует, что в ночь с 17 по 18 декабря всех родственников мужского пола Магомед Амина Ильясова увезли в УМВД по городу Грозному и продержали там до 4 часов утра. У МВД по Грозному находились также родственники и других участников нападения, в частности родственники Ислама Бергаева. Ту ночь Адама Ильясова отпустили. Он вернулся домой и лег спать. Примерно в 8 утра 18 декабря на телефон матери Адама Ильясова, как следует из ее объяснений, снова позвонили, теперь уже из Старопромысловского ОМВД Грозного, и потребовали, чтобы Адам явился в отдел полиции. Адам отвез в Старопромысловский отдел полиции его собственный дядя Хасин. Позже в этот день он по требованию полицейских съездил за мобильным телефоном и паспортом Адама и снова вернулся в полицию. Из показаний дяди Хасина Ильясова. С утра 18 декабря 2016 года я находился дома. Примерно к 8 часам утра к нам в гости зашла сноха Каимова Хабила. Примерно спустя 5-7 минут следом за своей матерью к нам пришел мой племянник Адам и сообщил мне, что на номер Хабилы звонил сотрудник из Старопромысловского РОВД города Грозного и сказал, что Адаму необходимо подойти к ОУР, отдел уголовного розыска, отдела полиции. Я забрал у Адама телефон, позвонил на входящий номер с целью узнать, кто звонил и в связи с чем. Когда я позвонил, мне ответил мужчина. Он представился заместителем начальника криминальной полиции Старопромысловского РОВД города Грозного Мамедом. В ходе телефонного разговора Мамед сказал мне, что я быстро доставил Адама в их отдел полиции. По приезду в РОВД я со своего номера позвонил Мамеду и сообщил, что мы прибыли в РОВД. Мы поднялись на второй этаж, после чего меня попросили спуститься и подождать на первом этаже. А Адама завели в кабинет, где на двери была вывеска «Заместитель начальника по розыску Магомадов Мамед». Сотрудник полиции, одетый в черную форму, в звании подполковника, спросил, кем я прихожусь Ильясову Адаму. Я ответил, что дядя, и спросил, в связи с чем мой племянник вызван в РОВД. На что подполковник объяснил мне, что Адам является преступником и бандитом, и сообщил, что ждать Адама нет смысла, так как его не будет. Доказательства жизни после смерти. Мы пытались разыскать видеозапись присяги ИГИЛ, которую якобы нашли, наблюдая за интернетом сотрудники ЦП МВД ПЧР. Но ссылка, указанная в рапорте Межидова, оказалась недействительной. Поиск по названию видеозаписи также не дал никаких результатов. Зато в ходе нашего расследования мы нашли другую видеозапись, на которой Ильясов и Алимханов действительно присягают лидеру исламского государства Абу Бакру аль-Багдади, а через несколько минут в этой же записи отрекаются от него и кроют его самыми последними словами.
Мы также нашли другие аналогичные видеозаписи, в которых фигуранты нашего списка казненных сначала присягают, а потом в той же одежде и в тех же декорациях отрекаются от ИГИЛ. Для нас очевидно, все эти записи топорно сработанный спектакль. Все видеозаписи с постановочными присягами ИГИЛ впервые были выложены в YouTube на канале Facts Online. Этот канал создан 13 февраля 2017 года, именно в то время, когда задержание происходит этих людей. На нем размещены исключительно видеоролики, разоблачающие критиков главы Чечни Рамзана Кадырова. Все они сделаны по одним и тем же лекалам. Видеоролики лжеприсягам ИГИЛ выполнены в лучших традициях всем известного жанра извинения перед Рамзаном Кадыровым. Вот он, этот канал, про который говорится. Но я его тоже не нашел, этот канал, кстати говоря. Вот то, что я сейчас демонстрирую, это с Новой газеты, канал Новой газеты. Демонстрирует канал вот Facts Online. Я сам Facts Online не нашел. Видеоролик с участием фигурантов нашего списка казненных Юсупова, Бергаева, Ильясова и Лимханова называется «Кровавая история хариджизма в Чечне». Декабрь 2016 года. Начинается запись кадров того самого видео, в котором один из молодых людей, изображения троих заретушированы, добровольно приносит присягу Аль-Багдади. Среди них можно опознать Ислама Бергаева. Он сидит в самом центре светло-серой толстовки. На 18 минуте 58 секунде голос за кадром говорит: они призывали убивать тех, кто служит государству. Теперь же они раскаиваются. Насколько искренне это раскаяние, сложно судить. Они выражают недовольство и несогласие с Аль-Багдади. Тому, кому ранее принесли присягу на верность, что это лицемерие или искреннее осознание ошибок. И вот на 19 минуте 14 секунде этой записи мы снова видим Ислама Бергаева. Он похудел, явно измучен, но синяков на его лице больше не видно. Он сидит на фоне черного флага. Сидит на фоне черного флага с белым черепом, костями, говорит, опустив голову. А тот, кто присягнул тот, кто присягнул Абу Бакру Аль-Багдади на послушание и подчинение, из своих заблуждений считал его сыном халифа. Ну, вот. Идеология в корне противоречит методологии. Аналогичные по содержанию отречения от Аль-Багдади и ИГИЛ на фоне флага черепом и костями произносят Адам Ильясов на 19 минуте 17 секунд ролика, Сахаб Юсупов 20 минута и Ислам Алимханов на 20 минуте. На фотографиях таблицы МВД с данными о 108 задержанных Ильясов и Алимханов значится под номером 82 и 83. На фотографиях у обоих отчетливо видны следы физического насилия. Гематомы на лице Ислама Алимханова имеют ярко выраженный фиолетовый оттенок. Этот факт свидетельствует о том, что данная фотография Алимханова была сделана минимум через сутки после нанесения побоев. На видеозаписи лжеприсяга ИГИЛ от этих гематом нет и следа. Это является абсолютным доказательством того, что видеозапись была сделана через несколько дней после задержания парней. Кроме того, именно эти ролики являются объективным доказательством того, что Бергаев и Юсупов не были ранены 17 декабря 2016 года при задержании. У обоих на записи нет никаких признаков пулевых ранений и рваных ран в области головы. Это значит, что и скончаться в больнице 20 декабря 2016 года от несуществующих ранений и травм они не могли. В материалах проверки, которую Главное следственное управление по СКФО проводило по нашему заявлению о массовой несудебной казни, есть протокол осмотра предметов документов. Как из него следует, 18 сентября 2017 года следователь Главного следственного управления по СКФО Владимир Кожев осмотрел диск с видеозаписью под названием «Вербовка сорвалась». Представляется вашему вниманию разоблачение игиловцев. Так в протоколе. Вербовщики в сети интернет не оставляют попыток использовать молодежь в своих грязных целях.
Это еще одно постановочное видео с отречением от ИГИЛ, запрещенное РФ, в котором фигурируют участники нашего списка. Не убивай людей, которые может В этом мире. Как раньше убивали. убийству, которые говоря вокруг нее. Ну, это все вы можете посмотреть, это просто долго смотреть, и я боюсь прилетит страйк, если я буду вот этих фотографий, видео показывать, демонстрировать у себя на канале. Записи содержания, которые следователь Кожев описывает в протоколе, приобщены сделанные с нее 6 скриншотов. На первом скриншоте можно уверенно опознать Сайхана Вахамсалтаевича Искарбиева, на втором Альви Асламбековича Хакимова. Оба фигурируют в нашем списке казненных и указаны в таблице МВД с данными о 108 задержанных под номером 84 и 85. Теми же следователями Кожевым материалами проверки приобщены основанные на рапорте начальника ЦП МВД ПЧР Межидова документы, из которых следует, что Хакимов и Искарбиев Сайхан и Хакимов Альви в конце декабря 2016 года выехали из Чечни и примкнули к исламскому государству в Сирии. Но в материалах проверки есть еще и заявления родителей Хакимова и Искарбиева, из которых следует, что их сыновья на самом деле были задержаны сотрудниками полиции в декабре 2016 года. И в отличие от рапорта начальника ЦП МВД по Чеченской Республике Межидова, заявления родителей Хакимова и Искарбиева подтверждаются объективными доказательствами. Из объяснения матери Искарбиева Жансат Ламаевой следует, что 21 декабря 2016 года Сайхан Искарбиев поехал в Грозный навестить своего друга в больнице и пропал. 22 декабря Ламаева подала заявление о его пропаже ОМВД по Шелковскому району, а 6 января родственников Искарбиева, цитирую, вызвали МВД по Чеченской Республике в расположение в город Грозный по улице Исаева, где в актовом зале собрали всех родственников, у которых также пропали дети или их забрали из дома сотрудники правоохранительных органов в конце декабря. В актовом зале выступал Алаудинов Апти по кличке Желтые штаны, который нам сообщил, что наши дети живы и находятся у них. В день исчезновения, 21 декабря 2016 года, Сайхан Искарбиев, со слов матери, был одет в синий пуховик. На фотографии в таблице МВД с данными о 108 задержанных отчетливо видно, что Сайхан Искарбиев действительно в пуховике синего цвета. Из объяснений родственников Хакимова следует, что Альви Хакимов исчез 21 декабря, в тот самый день, когда его жена родила ему сына. В 11 часов 21 декабря мать позвонила Альви Хакимову и сообщила, что у его жены и нужно везти в больницу. Альви Хакимов сказал, что заедет к другу Апти Успанову, чтобы снять 10 тысяч рублей. Он действительно заехал к Апти Успанову и занял эти деньги. И в 12 часов жена Альви Хакимова получила по WhatsApp сообщение на телефон мужа, что сегодня он не приедет. Одет в этот день Альви Хакимов был в темно-синюю куртку. Она отчетливо видна на фотографии в таблице МВД. Кроме того, под номером 88 в таблице МВД фигурирует в качестве задержанного и Апти Арбиевич Успанов, 03.09.1990 года рождения, житель Наурского района, в котором живут и Хакимовы. Апти Успанов, видимо, единственный человек, которого после задержания отпустили из СОБРа Терек на свободу. Это известно из показаний матери Альви Хакимова, которая общалась с Апти Успановым и таким образом узнала, что ее сын действительно занял деньги у своего друга, а потом, очевидно, они оба были задержаны. 22 декабря отец Альви Хакимова обратился с заявлением о пропаже сына в отдел полиции станицы Николаевской Наурского района. Из объяснений матери Хакимова следует, что вечером 22 декабря к ним домой пришли люди в военной форме без опознавательных знаков, и с ними был местный участковый по имени Башир. Они произвели по сути обыск, в ходе которого изъяли ноутбук. Постановление на обыск не предъявляли, протокол об изъятии не оформляли. 5 января 2017 года отец Альви
цитируем объяснение из материала проверки. Попал на прием к начальнику отдела полиции ОМВД РФ по Наурскому району по имени Ширвани. Предположительно, это Ширвани Эдельгириев, действительно имеющий отношение к ОМВД РФ по Наурскому району, как это следует из выписки Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, есть распоряжение новое. В ходе беседы Ширвани показал видео с участием своего сына, исповедования радикального течения ислам и различных высказываний, а также сказал, что он находится у властей, конкретно у кого именно и где не пояснил. Именно эти видеозаписи мать Альви Хакимова передала следователю Главного следственного управления СУФО Владимиру Владимиру Кожеву. Видеозапись легко найти в YouTube, все на том же пропагандистском канале Facts Online. Мы посмотрели запись до конца и обнаружили, что следователь Кожев не полностью описал содержимое этой видеозаписи, поэтому в протокол не попали очень важные факты, а именно: на 19-й минуте Сайхан Искербиев читает текст перед собой, флаг заретуширован редакцией. На 19-й минуте, 12-й секунде на видеозаписи мы видим комнату со светлыми занавесками, на которой подвешен игиловский флаг с белой надписью на арабском языке. На фоне флага сидит Сайхан Искербиев. На видеозаписи он призывает к джихаду, но если внимательно глядеться, то становится понятно. На самом деле Искербиев читает текст, который лежит перед ним на какой-то невысокой поверхности, на стуле или журнальном столике. На 19-й минуте 26 секунды мы видим уже Альви Хакимова, сидящего на фоне того же флага. Альви Хакимов пытается импровизировать. Даже вспоминает про Гурию в раю для шахидов-смертников, но сбивается, опускает голову и смотрит, видимо, на подсказку. На 19-й минуте 46 секунде этой видеозаписи нам снова показывают Сайхана Искербиева, а затем Альви Хакимова, но за их спинами уже совсем другой флаг, тоже черный, но с белыми черепом и костями. При этом и Искербиев, и Хакимов одеты в одну и ту же самую одежду, которую их снимали на фоне игиловского флага. За кадром звучит голос диктора. А вот совершенно другая съемка и совершенно иные мнения этих же заблудших. Еще вчера столь рьяно и решительно готовы выполнить любые указания своих порочных главарей в нужной ситуации, они тут отрекаются от них. Этот Абу Бакр Багдади, петух конченый, говорит Альви Хакимов на фоне флага с черепом и костями. Твой джихад это компьютер, не больше. Кнопочный герой чертов, крыса компьютер. Ты шайтан и звать тебя никак. Тварь ЦРУшная, говорит вслед за ним Сайхан Искербиев. Мы уверенно предполагаем, что постановочные видеоролики лжеприсяги, скорее всего, были сделаны в самом конце декабря 2016 года после декабрьских задержаний всех 14 человек, которые фигурируют в таблицу МВД и числятся за сотрудниками СОБРа Терек. Постановочные видеозаписи лжеприсягами ИГИЛ, по нашему мнению, имеют огромное доказательное значение, так как объективно опровергают рожденную на скорую руку чеченскими силовиками версию о том, что Искербиев, Хакимов, Алимханов, Ильясов и другие задержанные в конце декабря 2016 года молодые люди выехали из Чечни в Сирию и примкнули Аль-Багдади, к человеку, который они публично обозвали ЦРУшной тварью. Подскриптум. Вторая часть расследования «Новой газеты» будет опубликована в ближайшее время. В ней мы расскажем об обстоятельствах массового задержания жителей Чечни в ходе так называемых спецмероприятий, проводившихся по приказу главы Чечни Рамзана Кадырова в январе 2017 года. Также мы опубликуем интервью сотрудника полка имени Кадырова, который участвовал в этих спецмероприятиях и стал свидетелем казни задержанных. Теперь я вам зачитаю список всех казненных русскими оккупационными властями.
Список Новой газеты. Абдулмежидов Адам Исаевич, 87 года рождения. Абу Муслимов Абти Хасанович, 89 года рождения. Абдул-Керимов Саид Рамзан Рамзанович, 90 года рождения. Алимханов Ислам Алиевич, 98 года рождения. Абу-Бакаров Адам Джабраилович, 95 года рождения. Биргаев Исмаил Шадидович, 98 года рождения. Дасаев Адам Ильясович, 88 года рождения. Джабаев Зелимхан Хизирович, 93 года рождения. Ильясов Адам Хусейнович, 97 года рождения. Лугаев Ризван Саид Хамзатович, 87 года рождения. Маликов Ризван Агданович, 90 года рождения. Мускиев Махмад Турпалович, 88 года рождения. Мусханов Тимирлан Ахмадович, 86 года рождения. Аздиев Усман Вахаевич, 89 года рождения. Рашидов Доку Ибрагимович, 95 года рождения. Сириев Магомед Мусаевич, 93 года рождения. Султамаханов Исмаил Эзер Алиевич, 94 года рождения. Сулейманов Магомед Арбиевич, 87 года рождения. Тучаев Ахмед Рамзанович, 87 года рождения. Хабуев Хамзат Слаудинович, 93 года рождения. Хакимов Альви Асламбекович, 92 года рождения. Хамидов Шамиль Ахмедович, 86 года рождения. Цикмаев Аюб Султанович, 84 года рождения. Шапиев Муслим Исаевич, 89 года рождения. Искарбиев Сайхан Вахамсолтович, 92 года рождения. Юсупов Сахаб Исаевич, 90 года рождения. Юсупов Шамхан Шейхович, 88 года рождения. 27 человек, которые установлены на данный момент Новой газетой и правозащитным центром «Мемориал» и другими правозащитными организациями. Что можно по этому поводу сказать? Расследование только начато, сейчас только расследование уже переходит в стадию судебного разбирательства. Дело будет, конечно же, заниматься, и оно на контроле очень высоких международных институтов. Вот то, что творят российские оккупационные власти. Здесь можно подумать, что Кадыров, Рамзан и вот эти все мерзавцы – это исчадие ада. Да, это исчадие ада, без сомнения. Но за этим исчадием ада, у каждого этого исчадия ада есть свой куратор, русский куратор. Кто-то из Министерства обороны, курируется Министерством обороны, кто-то ФСБ, кто-то АПшечкой, так называемой, аппаратом президента России. И перед ними поставлена задача убивать, контролировать Чеченскую республику Ичкерия. Они делают как могут. Неграмотные, необразованные, дебилы, которые могут только убивать. Для чего делаются эти записи? Записи делаются для того, чтобы показать в мире, какие чеченцы игилоидные, какие мы радикальные, какие там и так далее, и так далее. И та ненависть и та сила, которая применяется против чеченского народа, вот вы видите здесь 80-90-е, конца 90-х, середины 90-х годов, пацанва. Такой срез идет, срез чеченской молодежи. Их кто-то попадает под раздачу, вообще невиновные, кого-то втягивают какие-то вот эти группы и ликвидируют, сажают. Это сейчас речь шла только о тех, кого, вот я фамилии зачитал, тех, кого убили, сотни и сотни, тысячи человек сажают в тюрьмы. Кадырову и его банде чем хорошо? Чем больше они будут убивать чеченцев, тем больше они будут находиться и будут востребованы русскими. Русские для них это Бог, это для них Бог и царь. Нет у них больше другого Бога. У них есть только вот КГБ, ФСБ, Путин, вот их боги. И они их подкармливают, они востребованы, они ложно
как они считают, уважаемые, да. И вот мы сейчас должны понимать, что нас склоняют к тому, чтобы мы сделали крайних только вот непосредственно исполнителей этих убийств. А были бы эти убийства, были бы эти Асланы Ирасхановы, Бутылкины, Патриоты, Кадыркины, вот эти все, если бы Россия туда не пришла, если бы Россия не убила 300 тысяч наших граждан, и все делали вид, в том числе «Новая газета», ни в коем случае к Елене Милашиной это не имеет отношения. Но и я должен ясно дать понять и всем, в том числе, кто составлял эту работу, что ведь дело ведь не только в одних Кадыркиных. Дело в России, фашистской России. В России, которой правят люди, которые травят полониями, новичками, взрывают, своих собственных граждан взрывают. Мы должны, чеченцы, у нас нету никто нам не поможет, кроме нас самих. Есть международное право, есть правила, в мире соблюдают правила. Не всегда, не поголовно все это соблюдают, эти правила. Но есть правила, которые работают. И мы должны играть по этим правилам. Но мы должны рассчитывать только на самих себя. Есть правила, и на эти правила, и международное право в первую очередь нужно, ну скажем так, слабым народам, слабым государствам. Потому что сильные могут нарушать законы. Сильные могут устраивать геноцид, захватывать чужие территории, бомбить города и школы, роддома и рынки. И им за это ничего не бывает. А маленькие, слабые государства, слабые, маленькие народы, они должны призывать к здравому уму и международному праву. Мы не должны вот сейчас сделать так, что вот, «Новая газета» сделала такое открытие. «Новая газета» это сделала после того, когда это уже было нельзя скрывать, когда им уже нужно было сливать Кадырова. Вот для чего «Новая газета». Не обманывайтесь, чеченцы. При всем при этом я, опять же, как ни казалось бы, это противоречиво, выражаю благодарность тем, кто провел эту работу. Это большая, огромная работа. В первую очередь я выражаю благодарность тому чеченцу, которому хватило мужества выйти из этого преступного синдиката и дать эти показания. Аллах рейс хуйлон, дал мукла, он цунах. И призываю всех остальных чеченцев, которые стали свидетелями этих преступлений, немедленно покинуть ряды этих фашистов и этих оккупантов. И не совершать, даже если у вас нет такой возможности немедленно покинуть, не совершать более преступлений. Потому что, как вы видите, либеральная часть русских, которая аплодировала, когда нас бомбили, а «Новая газета», если брать всю газету в целом, и Вячеслав Измайлов из «Новой газеты» приводил человека, и еще до сих пор не извинился, и до сих пор сейчас выпускает ролики, как чеченцы там неправильно там вели себя, там вели какие-то там совершенно, подлогом занимается. Вячеслав Измайлов, тот Вячеслав Измайлов, которого чеченцы там подняли, там думали, человек этот и не человек, думали, что он человек. Он привел человека и сказал, что взрывы домов это по приказу Басаева, там взорвали там специальные люди и так далее, и так далее. И еще не извинился. И много чего сделала «Новая газета», которой владеет генерал ФСБ Лебедев. Мы не испытываем никаких иллюзий по поводу ФСБ, «Новой газеты» и так далее. И сейчас убийство, вот это массовое убийство,
расследуются не потому, что они нас так сильно любят, из-за права человека. Если бы они были за права человека, они бы не эти 27 расследовали бы, а расследовали 307 убитых своих русских в 1999 году Путиным и Патрушевым вместе с Шойгу и остальными Здановичами и другими мерзавцами. Ну, я надеюсь, до этого время дойдет. А я к чеченцам обращаюсь. Ночи. Валлахи, хашадега фиксироваться дешь мадушун. Валлахи, аш ешел, ца преступление, келарир маячун. Шадолум дюсар мадушун. Ханзан ти качалц. Таган машраду кадирови, шоуз дай ди, цуню хаболче, шоуз дай ичаш качалц буш. Цер тяхин даделла цедрик. Цер тяхин шендек даделла. قيل دخش ما دل حلقة جواب دل شاني وول أولي دوس إز هينس قيل هما دودة تدويتشون دل بحت بويلوين يوقع دل حق اللويلوين دل إيمان اللويلوين دين اللويلوين مير اللويلوين دل حق اللويلوين يوقع إيدوقس دل مقلع ديكنا خيردو نخيتم خيردو خانسة يسن ما غاسقش تخيلشتول هم دوي إيوين مكش داعتشون هاروين والتقاي ورك أنت دال ديق البويلش إيوقع إنتي دقو بيان سارم تقاي تعيد تو ساروينك هارتقاي ورك تعنمت تعوينك أصلا إيريس خانو بولك عبايت نشبو باي سوسك وينا بوش خيز سون إنورماتي باي جيرك سك وينا بوش خيز سون إنورماتي إتا تعنس عبايت نشبيه باتش هور دينا بوش حيزيش بتات بيش ويق خينش تو وروير سنوم دو تقاشو خان تو وروير سنوم دو قيو دا ديز تقاشو خان تو احتسجن غاز قيتور ما اتشو تقاشو داقنك اتشو داقن شو دا اسك وجه شاحل خلو سك تخلق اتشو بيتا داق اتشو تقاشو داقنك شاو جيز دايالر مخولي إيش تدوخ دوش دوي ويغاس قيتصيا ناقوس تخرباتشون أقار هرم دنير على قارع إيغ ملولش غاس قشا ويا دلرت عبل غاس ثاني كيش قلت خوش بيش يميلاش نار بيش قبيش وي خيل خوش بنوش كيش قل إسماعيل لوخا إير ويتشسلاو إسماعيل لو ساق يوماتش ملور بس يغير انتريو ويتش ليال خيل لولي تا الكاغوليك إذا ور توجه Ой, Эйвин, радио свобода тебя был бешол, Бабицкий. Еще масан хиш биновый, шквешкал. Квешкал мариш бие, войду алилш бачун, войду арисковать деш бачун, войду арисковать деш. Анна Политковская ер из 20 сотиш ер эл, из Карье ирк. Дал мукла хит маш хирбушун, дикнак хирдушун. Тулам гырбушун бехчинак küge бехчинак küge озерушун жюпи озерушун дал мула. Все будет ичкере. Ассаламу алейкум. Бюйся, алёль, адикёль. Спокойной ночи. До свидания.